Таджикскому журналисту Хуршеду Фазылову предъявлено официальное обвинение. Рахмон встретился в Душанбе с генсекретарем ОДКБ. В Исфаре школам и улицам присвоены имена погибших при приграничных конфликтах. Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре и потребовал $26 миллионов. В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста в России. Задержанному таджикскому журналисту Хуршеду Фазылову предъявлено обвинение по статье 307 Уголовного кодекса Таджикистана. Об этом сообщили родные задержанного. По словам близких, Хуршед обвиняется по пункту Г части 2 статьи 307 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети интернет» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. На каком основании против него возбуждено дело по этой статье, пока неизвестно. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. До сегодняшнего дня власти официально не разъяснили обстоятельства содержания и основания для предъявления обвинения против Хуршеда Фазылова, и попытки СМИ получить дополнительную информацию пока не увенчались успехом. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Эмангалита Смагамбетова, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили задачи, стоящие сегодня перед организацией, и рассмотрели некоторые актуальные вопросы региональной и международной повестки. Рахмон отметил актуальность наращивания взаимодействия в политическом измерении, расширения международной деятельности ОДКБ, повышения эффективности военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Была подчеркнута важность усиления комплексной работы по противодействию вызовам и угрозам безопасности, в частности терроризму, экстремизму, проявлениям радикализма, контрабанде наркотиков, киберпреступности и транснациональной организованной преступности. Стороны отметили актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективной борьбе с существующими рисками и угрозами безопасности. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим актуальным вопросам международной и региональной повестки. Решением народных депутатов города Исфары 12 общеобразовательным школам и 34 улицам города присвоены имена погибших при приграничных конфликтах. Об этом сообщает мэрия Исфары. Имена были присвоены в целях увековечения их имен за доблестную защиту госграниц, а также для повышения чувства патриотизма у подрастающего поколения, отмечается в сообщении. Среди имен не только жертвы приграничных конфликтов за последние годы, но и погибшие в конфликтах до 2022 года. Единственное исключение – это покойный журналист и пресс-секретарь председателя города Исфары Игбул Тишаев, который не погиб во время конфликта, но активно помогал в освещении конфликта журналистам. Его имя присвоено школе номер 74. Казахстан арестовал имущество, работающее на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса «Ценки», и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 миллиардов тенге. Это примерно $26,3 миллиона. При этом руководителю компании запрещено покидать страну, об этом сообщает московский комсомолец. Как пишет МК, возникший конфликт может привести к уходу России из Байконура. Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре. Это строительство новой стартовой площадки для ракеты «Союз-5». По данным kz24.news, основной причиной ареста стали некорректное поведение и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова. Речь идет, в частности, о критике задержки запуска стартовой площадки проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова дипломатическим просчетом. В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект, повышающий нижнюю планку призывного возраста до 21 года, а верхнюю до 30. При этом нижнюю границу будут поднимать поэтапно, а верхнюю уже с 1 января 2024 года.
В настоящее время в России на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет. Проект закона, предлагающий изменить этот порядок, был опубликован в понедельник в базе Госдумы. Согласно внесенному законопроекту, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025 с 20 лет, а с 1 января 2026 с 21 года. Предельный возраст призыва будет повышен до 30 лет уже с 2024 года. При этом законопроект предусматривает возможность для граждан, достигших 18 лет, подать заявление на прохождение срочной службы до наступления призывного возраста, то есть до достижения 21 года.